салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Видеои мо сар мешавад. Айроҳ мо сафар дорем ба тарафи Екатерининский дворец. Инҷода мо омадем расидем. На ҳаваё вақте ки кӯдака мебинам қатъи миём ба пешта ки биё сурат бигирем. Як сураташ 500 рубл. Бо ҳаваям дар телефони худат мегирӣ. 500 сом мегиранд. Кӯдако маҷбур карданд сурат гирифтан қатъи ҳаваё. Смотрите, сколько очередь стоят в кассе. Зайти просто смотреть в Екатеринский дворец в Санкт-Петербурге. На самом деле столько красиво. Прям мы сейчас стоим на улице, возле во дворе. Там красиво. Советую приезжать на смотреть этот экскурсию. мо иҷода очирати билет истодагем. Кӯдако ҳамҷо бозӣ кардесанд. Одам беҳад бисёр. Кӯдако дига қарор накарданд, ҳамиҷа бозӣ кардесанд. Аю хёшки сурат мегирам. мо мехостем ки Екатерининский дворецара даруншам бидроем. Моҷа саҳар тар омадагем. Айрӯи ҳами касало бисёр одам мумкин нест дар ин двореца дуромада. Дуронда ай соати 4:30 усо буда навбат ҷои холӣ. мо саҳар барвақтар рафтем, гуфтем то соати 4:30 кӯдако хаб мекунанд намекунанд гуфта нагирифтем билети уҷара. Билет барои паркша гирифтем. дар ҳамин паркаш қасайр гашт кардем ки кӯдако бисёр ҷои хушрӯ. Фонтан, Да, это а здесь Петербург фонтан был. Хушрӯ. Панорама гирифти?
Эх, шуа. Сумая. Клош шро. Клош тебе замин. Да, да. И наби, гира наби. И мы будем ходить на кухню. На YouTube не видно будет. Наверх, на самый верх? На самый верх тебя не Думаешь, почему? Смотрите, там лодка. смотри туда. Пешнари. Мигалти. Слаймон Мадина. Мадина. Пешнара кина галти бо. Пойдемте, ребята, пойдем. Мам, это коллекция фильмов. Мигалти. Абдрахман ку. Не знаю, он там. Рафтами. Иношам рафта.
Касаузы хшрует. Это не дворец. А что за дерево? Вот это дуб, да? Нет. Bu da darun budro kısmı. Este ne nare nu să. Cum adina șumbia? мо ин эҷаш дуромадем. Иҷа ҳами 12 кас қабул карда ҷавоб додасиянд. зал медуранд, амита дар телевизор мемонанд, дар бораи сохтмони ҳами Екатерина двореца гап мезананд, мефаҳмонанд чӣ хел мақсад сохтагӣ аст, кадом актёрро бозӣ кардагия, дар бораи ҳами гап мезананд, нақл мекунанд. баъд иҷа ки тамом шид бо файрод мекунанд, мегиранд мебаранд дигар ҷо, ба ӯ ҷоҳо шахс чун гап зада мефаҳмонанд дар бораи ҳамиҷа. Под названием Эрмитаж. Эрмитаж – такое родное и близкое название для жителей Петербурга и его гостей. Эрмитажем назван крупнейший мировой музей, который находится в Петербурге. Но изначально слово «Эрмитаж» означает «приют отшельника», место уединения. Первые Эрмитажи появляются во Франции XVII столетия при правлении короля Людовика XIV, которого называли еще «Король Солнца». При Людовике XIV складывается очень жесткий этикет и множество правил для проведения светских мероприятий. Король уже был не человеком, а символом монархии. Но чтобы отдохнуть от тяжести и жесткости этикета, король решил создать себе приют уединения, где он мог заниматься любимым делом, читать, беседовать на равных с людьми, заниматься музыкой и так далее. Эрмитажи оборудовали в самых тенистых и удаленных уголках парка, чтобы спрятаться от глаз любопытных особ. В России Эрмитажи приобретают совсем иное значение. Первые Эрмитажи появляются при Петре Великом в Петергофе. Он сохранился до сих пор и работает. Там также есть подъемные столы, что характерно для Эрмитажей в России. Петерговский Эрмитаж первый. Второй Эрмитаж – Царскосельский, где мы с вами находимся. Третий Эрмитаж, сохранившийся до наших дней, находится в Кусково под Москвой. Очень надеюсь, что его тоже впоследствии воссоздадут. Подъемные столы – это особая тема для Эрмитажа. Для чего же они нужны? Дело в том, что придворные и императрица хотели удалиться от глаз пронырливой прислуги, которая могла разносить сплетни и слухи. Прислуга оставалась на первом этаже, наверху только государыня и ее почетные гости. В этом зале большом одновременно могло разместиться 35 человек. За главным большим столом 18 человек. Здесь есть 2 стола на 5 персон, 1 стол на 3 персоны и еще один скрытый от нас на 4 персоны.
Эрмитаж – это прекрасный образец стиля барокко. Барокко – это стиль, родившийся в Италии еще в конце XVI века и переводится как причудливый или вычурный стиль. Это характерное из убранства и причудливых дворцовых фасадов, которые напоминают нам драгоценную шкатулку для украшений. И внутри мы словно бы оказались внутри драгоценной диковинной шкатулки. Кругом зеркала, золочения, огромные окна и роскошная живопись на мифологический сюжет. Автором Эрмитажа являются целых 4 выдающихся архитектора своей эпохи. Проект начал выполнять Михаил Земцов еще в 1746 году. Его работу продолжили русские архитекторы Савва Чеватинский и Андрей Квасов. И завершил блистательную отделку в стиле барокко Франческо Бартоломео Растрелли, итальянский архитектор, придворный зодчий Елизаветы Петровны и виртуоз в стиле барокко. Итальянские мотивы присутствуют и в живописи плафона. Перед нами подлинная картина итальянского художника-декоратора Джузеппе Валерьяни, изображающая верховных олимпийских богов Зевса и Геру, которые приглашают небожителей к роскошно украшенному столу, что отражает главную идею Эрмитажа. В образах небожителей Зевса и Геры иногда представляли монарши Петровны, Петру Великому и Екатерине I. В этом зале также мы видим и подлинные фрагменты золочения, а не более темные от времени. Бахил. В некоторых местах паркет очень тонок, буквально 2 мм толщиной. Немецкое пиво, английский эль, привозные напитки сюда подавались. На Эрмитажной кухне, которую я вам скоро покажу, работали лучшие повара из Франции и Италии, приглашенные к русскому двору. Вот такие диковинные блюда подавались в Эрмитаже. Но, когда столы опускались, Эрмитаж становился бальный зал. Но для этого нужно вниз опустить все столы. А эта работа не из легких. Куда же деться гостям? Особенно если их здесь 35 человек. Встать по стеночкам, это неудобно, тем более у дам пышные платья с фижмами. Поэтому для того, чтобы гости могли уединиться, пока опускаются столы, а это занимало уж точно около получаса, гости расходились по 4 небольшим кабинетикам, которые соединяются с главным залом галереями. И с таким кабинетиком мы сейчас с вами познакомимся. Расширение интерьера в стиле барокко. Очень сложная декоративная техника. Все пышные зеркальные рамы, витые подсвечники, жерандоли, декоративные композиции выполняются из мяса древесины липы, которая великолепно поддается резке. Затем липу покрывают выравнивающим грунтом левкасом, наклеивая французские, английские, многие другие. Уже при Екатерине Великой ситуация меняется. Сама императрица очень любит приглашать сюда иностранных посланников и важных персон, показывая мощь и величие российской державы и красоты царского села. Лучшие повара работали здесь, и французы, и итальянцы. Они могли придумать самые вкусные, самые изысканные блюда. Однажды в Эрмитаже императрица принимала знаменитого военачальника, генералиссимуса Суворова. И она сказала ему, что он может заказать абсолютно любое блюдо. Ее виртуозные повара исполнят любой каприз. Но Суворов заказал такое блюдо, которое французские и итальянские повара не смогли приготовить. Он заказал простые солдатские щи и кашу, которые, конечно, не готовились на царской кухне, но и остается надеяться, что великий человек голодным не остался. Его уж точно угостили чем-то вкусным. Мы сейчас представим себя на месте Суворова. Внизу звенит колокольчик. Слуга на подходе опускает при помощи специального шеста по железной трубе тарелочку. Выполняет заказ. Будьте добры, отойдите подальше. Нельзя так близко подходить. И перед нами сейчас появится заказ. Изысканное пирожное. Вуаля! Вот так работали эти столы. Опускалась отдельно центральная часть для перемены блюд.
При Елизавете Петровне их было несколько, 3, 5 и даже более. Тарелочка для индивидуального заказа. Но вы сегодня увидели, как опускается одна тарелочка. И снова она исчезает. А, пожалуйста, отойдите. Итак, проходили заказы в Эрмитаже. Будьте любезны, сюда встаньте. Дергали веревочку, падала флажка. И в данном случае дергался сам колокольчик, как на малом столе. Слуги тут же подбегали, выполняли свою работу, подавали блюда. Чуть более большие колокольчики находятся в центре. Если звонили они, это был знак тому, что поднимать и опускать, соответственно, центральные слуги были обучены грамоте. Из этого было никуда. Поэтому можно сказать, что в Эрмитаже работали высококвалифицированные работники. Большой работал почти... Пойдем тогда в эту партию операционную. Говорили один где-то. Или 3, они 3 штуки на 700. Сказала, где ее брать? Давай 4. ما مهمانان را تماشا آوردیم. حاضر مهمان دوست امو کیاسچک‌ها یکم چی خریدنیه پدرکه خریدنیه برای بردنش باید اینجا جدت کاریسم بیاید آدم به حد بسیار آدم Первый съезд. این ویدیو ما ای ماه ایون است سرشویش اولی بعضی اهمیت میتیم بچه های من هر دوش سپارتیفیکا پوشیدگی ماه ایون اولوش که کمتر هوا سالقین بود سپارتیفیکا پوشیدن که خنک نخریم دوجا قریب یک ماه میشه این نورده تلفونی من قخشم که نداد که من تاش کنم پرتم با این روز کمتر خشک که داد خیست منتش کردم پرت افتم در کانال در همینجا به شما خیر خوش میکنم دوستان عزیز خیلی تا ویدیوهای آینده خدا نگهبانتون باشد.